Здравствуйте, в эфире «Вечерняя смена», в студии Тамара Безуглова. Подводим итоги дня и обсуждаем важные темы. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире и ждем ваших звонков. 21 августа один из ведущих вузов Республики Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Ливановича Хитагурова отметил вековой юбилей. Ровно 100 лет назад, 21 августа 1920 года, в столице Республики Северная Осетия-Алания был учрежден Терский институт народного образования «Современный СОГУ». Для всех студентов, преподавателей администрации вуза это значимое событие. Каким был вековой путь развития университета, о важных и главных достижениях, об эволюции образования поговорим с нашими гостями. У нас в гостях пресс-секретарь СОГУ Оксана Церекаева, профессор, декан факультета математики и информационных технологий Руслан Черменович Кулаев и заведующий кафедрой фармации Вячеслав Алексеевич Морозов. Здравствуйте. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, о том, как прошло празднование юбилея, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию у нас в республике, если оно вообще было. Во-первых, я бы хотела поздравить всех людей Северо-Осетинского государственного университета с этим юбилеем. И тем самым я поздравляю, обращаюсь ко всем жителям Северной Осетии, потому что кто-то окончил наш университет, у кого-то родственник учился здесь, друзья. То есть так или иначе, каждый житель Осетии, он имеет благотворное влияние Северо-Осетинского государственного университета. Мы не любим полумеры, и в праздновании тоже решили, если не получается от и до отметить юбилей, как этого заслуживает наш университет, поэтому мы решили перенести на более благоприятное время, когда, надеемся, и эпидемиологическая ситуация позволит нам отметить должным образом этот юбилей. Но вот вы говорите должным образом. Есть уже в наметках какой-то формат мероприятия, какая-то структура или нет? Конечно, была рабочая группа, которая как раз занималась тем, чтобы мы в этом году отметили юбилей, но в любом случае этот юбилей должен быть как минимум не хуже, чем 80-летие, потому что 80-летие отметилось с очень большим размахом, и до сих пор прошло уже 20 лет, но вспоминают, как это было красиво, как это было, как было много гостей. Среди гостей была даже председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она даже надела осетинское национальное платье. Да вы что? Ей подарил тогда ректор СОГУ, сегодня президент СОГУ, доктор исторических наук Ахурбек Алиханович Магометов. И вот как раз по его словам, вот, очень много было и наград, притом очень было поздравление от Владимира Владимировича Путина. И он как раз отметил в поздравительном тексте, какую роль сыграл Северо-Осетинский госуниверситет в развитии не только нашей республики, но и всех республик Северного Кавказа, потому что педагогические кадры пошли именно из нашего университета. Ведь Терский институт народного образования, когда мы говорим о нем, то это первый на Кавказе и один из первых на всем Советском Союзе высших учебных заведений именно как педагогическое высшее учебное заведение. Но ведь он стал функционировать, насколько я знаю, с двух факультетов. Там два факультета всего было. Это был естественно-исторический и физико-математический. И вот из двух факультетов вырос уже образовательный научный центр, один из ведущих на юге России. А вот давайте мы поговорим про педагогический состав. Вот что вы можете сказать о нынешних преподавателях Северо-Осетинского государственного университета? Кем гордится наша республика? Нашей республике, благо есть гордиться представителями университета, и как раз имею честь с одним из них находиться вот сейчас рядом. И
И Руслан Черменович, и Вячеслав Алексеевич, они тоже вносят достойный вклад в развитие университета, потому что те направления, которые они возглавляют, которые они курируют, конечно, они активно развиваются, и об этом, естественно, они сами сейчас расскажут, но если в более широком смысле говорить, то, конечно, благо является то, что руководство университета Алан Нурзумагович Огоев, ректор СОГУ, он акцентирует внимание на том, чтобы сохранять те достойные кадры, которые имеют место быть, чтобы они могли передавать те знания, которые у них есть. Вот это менторство, наставничество, оно должно быть в университете. Только тогда можно говорить о развитии. Но они должны оставлять, естественно, после себя достойных учеников. И вот эти молодые кадры, надеюсь, они не опустят ту высокую планку, которая была поставлена теми, которые были перед ними. И те образовательные проекты, научные проекты, в те консорциумы, в которые мы входим, как раз говорят о том, что есть специалисты, есть преподаватели, исследователи, которые могут проводить не только локальные проекты, работу, но и на федеральном уровне себя достойно представлять. Вот мне бы хотелось обратиться к Руслану Черменовичу. Расскажите, пожалуйста, о том, какую планку задаете студентам вы сегодня. Ну, мы всегда ставим самую высокую планку перед нашими студентами. Конечно, не всегда, наверное, получается, и не все ее достигают, но, тем не менее, приоритеты у нас всегда самые современные и самые высокие. Мы постоянно... Вы знаете, наш современный мир, он находится в постоянном движении, и последние годы вообще меняется очень быстро и очень сильно. Особенно это касается информационных технологий, которыми мы занимаемся. Вот я как раз хотела спросить, да, вы догоняете инновационные разработки или стараетесь опережать, идти на шаг вперед? Ну, если мы будем перед собой ставить задачу догонять кого-то, то, наверное, мы никогда не догоним. Поэтому, конечно, если мы хотим оставаться сегодня в тренде, быть востребованными, мы просто обязаны сегодня смотреть в завтрашний день. И поэтому именно даже вот в этом году мы запускаем совершенно новые образовательные направления на нашем факультете, связанные с анализом данных, связанные с искусственным интеллектом. Эти слова сейчас у всех на устах. И я надеюсь, наш факультет будет одним из лидеров, во всяком случае, на юге России в этом направлении. И хотелось бы еще услышать информацию про кафедру фармации. Во-первых, разрешите поздравить и своих коллег, и наших студентов, и наших выпускников, которых в нашей республике довольно большое количество, да, со 100-летним юбилеем, и надеяться на то, что вуз будет развиваться и дальше, да, достигать новых высот. Ну, специальность фармация реализуется в нашем университете с начала 90-х годов. За это время, конечно, очень много трансформировалось, и здесь планку даже, наверное, ставим не мы, планку ставит фармацевтическая промышленность, планку ставит состояние фармацевтического рынка, ну и контролирующие органы, которые весь этот процесс контролируют, потому что в нашей специальности, так скажем, если быть не современным специалистом, то, ну, это вообще чревато. Да, то есть, ну, хотелось бы отметить, что то образование, которое реализует, те образовательные программы, которые реализуются на нашей кафедре, да, они реализуются в рамках практикоориентированного подхода. И здесь, конечно, нам большую помощь оказывает предприятие «Фармация», наше местное республиканское, да, одно из старейших фармацевтических предприятий. Как вы с ними взаимодействуете? Во-первых, да, у нас происходит экспертиза рабочих программ, да, со стороны практических сотрудников. Наши студенты проходят практику ежедневно. То есть можно сказать, что из 5 лет обучения в общей сложности студент специальности фармация, он 1 год проводит на практике.
Да, то есть- Последний год? Нет, да? нет, нет, это в общий слой. Последний год он проводит на практике половину последнего года, и в течение обучения, прямо начиная с первого курса, проводится пропедевтическая практика, фармацевтическая. Да? То есть вот в общей сложности в общей сложности получается, что 20% своего обучения студент проводит в аптеке. Да? И как раз-таки вот это являются аптеки предприятия фармация. Кроме того, мы, в принципе, активно сотрудничаем с очень большим количеством и аптечных организаций нашей республики, и предприятий, занимающихся и производством, изготовлением лекарств, да, и предприятиям, занимающихся производством косметики, парафармацевтической продукции и так далее. То есть довольно широкий спектр. Более того, вот хотелось бы поделиться, что уже в течение года мы работаем в рамках научно-образовательного государственного химико-фармацевтического кластера общероссийского, да, в который мы вошли туда год назад, и уже вот этот первый год мы очень тесно с ними сотрудничаем. Да, то есть кластер представляет собой объединение ведущих фармацевтических вузов Российской Федерации. Ну, изначально была Российская Федерация, сейчас к нему уже присоединились вузы Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана, Белоруссии, Армении, да, то есть это в рамках создания Евразийского союза, да, то есть масштабы растут, ну и вот мы так вполне успешно как бы влились вот в этот консорциум. Ну, это приятно слышать. А скажите, вот мне еще интересно, в процентном соотношении, вот насколько высока реализованность ваших студентов по окончанию обучения? Вот как они находят себя в профессии? Ну, я могу ответить, например, за свой факультет. У нас на факультете реализована трудоустроимость наших выпускников. Вот сейчас мы как раз подводили уже итоги и анализ данного выпуска этого года. Она равна практически 100%. То есть наши выпускники востребованы. И здесь это даже не подлежит сомнению. А в каких профессиях они себя находят? В основном все работают в профессиях, связанных с компьютерными технологиями. И вот, кстати, последние, наверное, 2 года наметился, к счастью, интерес у наших выпускников именно к педагогической профессии. То есть, наконец-то наши выпускники стали идти в школу. Были несколько лет, когда никто из выпускников просто не хотел идти в школу. Нам постоянно звонили со всех школ директора с просьбой предоставить им кого-нибудь. И студенты, и выпускники отказывались идти. А вот последние годы явно намечается тенденция к росту популярности именно школьной профессии. Удивительно. А с чем это связано? Вот это... Они на добровольной основе идут в школу? Я еще раз говорю, выпускники нашего факультета, они, в принципе, в трудоустройстве проблем не испытывают. Если они идут в школу, я думаю, они все идут именно по зову сердца. Ну, это радует, конечно. А еще мне вот интересно, Вячеслав Алексеевич, вам задать вопрос. Вы в нескольких ипостасиях, ваша жизнь была связана с СОГУ. Вы сначала были студентом, да? А сейчас вы уже являетесь сотрудником. Вот скажите, пожалуйста, как вам училось в СОГУ? И глядя на нынешних студентов, вы можете такой сравнительный анализ небольшой провести? Изменились студенты с тех пор или нет? Ну, на мой взгляд, изменились не столько студенты, сколько изменилась сама специальность, которая предъявляет какие-то определенные требования. Да? Причем предъявляются ведь требования не только к качеству, так скажем, освоения профессиональных навыков, да, но и к качеству компетенций сопутствующих, и к качеству, например, способности работать в нынешнем времени, да, когда все вокруг компьютеризировано, информатизировано, да, когда приходится осваивать огромный поток информации, да, и это, конечно, это ставит перед студентами более, так скажем, новые, более актуальные задачи. Перед современными студентами. Перед современными студентами, конечно, да. Это, то есть тут, опять же, да, повторюсь, я уже сегодня говорил, тут планку ставим мы, планку ставит специальность. Да? И естественно, что приходится им как бы подтягиваться до этой планки. Можно сказать, что сегодня учиться сложнее, чем раньше? Ну, с одной стороны, наверное, сложнее, да, потому что увеличился объем, а с другой стороны, может быть, даже в чем-то и проще, потому что появилось довольно большое количество образовательного контента, да, такого, который, опять же, да, вот взаимодействие и в рамках кластера, и взаимодействие с другими вузами, они позволяют обмениваться сегодня информацией, они позволяют использовать какие-то образовательные продукты, взаимно использовать образовательные продукты друг друга, да, и это очень сильно, так скажем, помогает
в развитии именно фармацевтического образования. Более того, на сегодняшний день мы же реализуем не только программу базового фармацевтического образования, мы реализуем программу последипломного образования, в том числе мы сейчас переходим к реализации программ в рамках непрерывного медицинского и фармацевтического образования, которые повсеместно, которые с 2021 года, которые будут повсеместно для уже всех категорий медицинских и фармацевтических сотрудников. Да, то есть, поэтому вот, ну, сказать, опять же, да, когда мы говорим о том, студенты, которые за это время изменились, они же к нам возвращаются, да, то есть они заканчивают, да, и через 5 лет они приходят к нам на повышение квалификации, да, а теперь мы вообще будем сотрудничать с ними, так скажем, в режиме нон-стоп. А вот как, кстати, у вас складываются взаимоотношения со студентами? Они дружеские или больше авторитарные? Вот как происходит взаимодействие? Мне кажется, здесь должен быть определенный баланс в этих отношениях. Студент — человек молодой, и зачастую он, конечно, если заниматься с ним понебратством, он, наверное, начинает терять определенные рамки. Часто это тоже бывает, поэтому здесь мы пытаемся сохранять баланс. То есть мы выступаем вроде бы и в роли наставников, советчиков, но при этом, конечно, и сохраняем определенную дистанцию с ними. И мне кажется, это самая оптимальная позиция, которая вызывает взаимное уважение и студента к преподавателю, и преподавателя к студенту. Но дело в том, что на самом деле жизнь очень сильно поменялась, и очень поменялась сама система образования. То есть сравнивать образование даже 20-летней давности, наверное, вот когда я еще был студентом, и сегодняшнее образование, вот вы спросили, труднее ли стало учиться, ну, наверное, ставить так вопрос не совсем правильно. Скорее всего, наверное, скажем так, образование само изменилось. Мне кажется, сегодняшнее образование, оно гораздо интересней, я бы так сказал. Оно гораздо разнообразней. Шире. Разнообразней. То есть, если у нас процесс образования проходил исключительно в аудиториях, то сегодня мы все же делаем акцент на, я бы сказал так, на два основных момента. Это, во-первых, практикоориентированное образование, и второй момент — междисциплинарность в образовании. Вот. И практикоориентированное образование, оно включает в себя уже вовлечение студентов на стадиях первого, даже второго курса, уже идет связь с определенными IT-компаниями. Вот у нас, допустим, на факультете в этом году открылся центр практик и проектной деятельности студентов, который именно направлен на то, чтобы студенты вовлекались именно в практическую сторону, чтобы они с первых своих курсов видели, кем они будут и как будет выглядеть их работа. Вот выпускники нашего первого курса, казалось бы, только начинающие учиться, они уже сотрудничают с определенными IT-компаниями, уже зарабатывают деньги. Нам, например... То есть они уже, можно сказать, трудоустроены? Да, то есть фактически они уже трудоустроены. И нам, например, когда я был студентом первого курса, у нас и не было мыслей о том, чтобы работать, наверное, не где-то разрешалось. учиться. Ну и не разрешалось. Я еще раз говорю, жизнь сильно изменилась. Поэтому, естественно, это внесло соответствующие коррективы в систему образования. Кстати, мне кажется, что еще вот такой вот лакмусовой бумагой атмосферы вуза являются не только пары и самообучение, но еще и какие-то мероприятия, их организация и формат проведения. Да? Вот расскажите, пожалуйста, на вашей практике вот самые яркие интересные мероприятия, которые случались в СОГУ? Университет, конечно, или в которых доводилось является участвовать? Эпицентром и творческой жизни не только для студентов СОГУ, но в целом для республики. И, конечно, именно апогей — это студенческая весна. И когда студенты готовятся к этому, то это, конечно, сам процесс подготовки порой бывает даже интереснее, чем уже конечное итоговое, потому что мы видим, как они стараются, сколько часов они проводят в этих занятиях. И ребята сближаются, начинают дружить. Плюс то, в каких номинациях они участвуют, это театральное искусство,
это чтение стихов и так далее. И когда они, например, читают те же самые стихи, есть понимание того, что, например, когда они говорят о Великой Отечественной войне, то ты понимаешь, что они понимают, о чем они говорят. Это очень важно, потому что, опять же, это формирует... Университет — это ведь не только образование и наука. Университет — это и воспитание, это и создание, даже не создание, а именно человек, который выйдет уже дипломированный, чтобы он был не просто специалистом, он был гражданином. Он знал свои права, он знал свои свободы, Цельной но личностью, он мог и предоставить что-то. И как раз вот общение с преподавателями, участие в таких конкурсах, конечно, это способствует этому. Но, конечно же, в первую очередь у нас стоит именно образование, образовательные вопросы и научные вопросы. И уже вот сейчас говорилось о том, с кем, как развивается университет, то, безусловно, развитие очень разновекторное, потому что здесь у нас не только IT, но и гуманитарные направления, физико-технический вектор, естественно-научный цикл. Если говорить, например, про именно физико-технический факультет, я упомянула, то здесь, конечно, будет несправедливо, если я не упомяну о том, что как раз вот в прошлом году факультет выиграл мегагрант, и, конечно же, это была победа для всей республики, потому что это очень большое, колоссальное событие. И факультет стал на базе факультета открыли информационный центр Объединенного института ядерных исследований. И взаимодействие пошло не только с этим факультетом, но взаимодействие пошло и с факультетом химии, биологии и биотехнологии, с факультетом стоматологии и фармации, с факультетом географии и геоэкологии. То есть все факультеты, они развиваются, они... Вот идет это пассионарное движение, надеемся, оно даст очень достойные плоды в скором времени уже. Мы в этом даже не сомневаемся. Спасибо вам большое за беседу. Еще раз всех причастных к юбилею хочется поздравить с праздником. Ну и, конечно, больших побед и достижений на пути к прогрессу. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Ну а у нас реклама, не переключаемся. Несмотря на серьезные мировые пертурбации в сфере экономики и здравоохранения, вторая половина августа богата на приятные события в области образования в Северной Осетии. Впервые 24 августа 2020 года во Владикавказе на базе гарнизонного дома офицеров прошел круглый стол. Совместное мероприятие командования 58-й общевойсковой армии, Южного военного округа и Союза писателей России. Как прошло мероприятие, спросим у наших гостей. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, как звучит тема мероприятия и в чем заключается... Давайте, в каком формате оно проходило для начала? Ну, тема называется «Патриотическое воспитание молодежи». Это сегодня актуальная тема, конечно. И сегодня за круглым столом от кого зависит? От писателей в первую очередь, потому что патриотическое воспитание мы в основном по произведениям, мы о героях узнаем по произведениям наших писателей, по газетам, по этим. Поэтому патриотическое воспитание, значит, была программа по патриотическому воспитанию, она закончилась. Сейчас в республике разрабатывается новая программа по патриотическому воспитанию. Недавно глава республики Вячеслав Зелимханович Битаров собрал членов оргкомитета, они обговорили, получили задание, и каждый сейчас внесет свои предложения, чтобы окончательно разработать программу патриотического воспитания в республике. Вот как раз сегодня об этом мы говорили на круглом столе. А какой будет целевая аудитория? На кого нацелена эта программа? Это нацелена, программа называется, вот та программа, которая была 5 лет назад и сейчас на 5 лет, называется «Патриотическое воспитание населения». А сегодняшняя тема была «Патриотическое воспитание молодежи». То есть школьный возраст, Ну, да? студенческий школьный возраст.
Мгм. Ну, а расскажите про формат мероприятия, как это все происходило, кто присутствовал, кто был в качестве почетных гостей, помимо вас, конечно. В качестве почетных гостей и был, конечно, председатель Союза писателей России Николай Федорович Иванов. Из Белгорода Да. приехала большая делегация во главе с председателем Союза писателей. Естественно, наши писатели были. Ну, а Алехина знает вся республика. Он работал у нас, сотрудничал долгие годы в 58-й армии. Он, видимо, подробнее сам тоже скажет. Ну, а Ирина Георгиевна у нас известная поэтесса. Да, народная поэтесса. Да. Вы расскажите, пожалуйста, я так понимаю, вы в Осетии не первый раз уже. Да, я не первый раз. Расскажите поэтому о ваших меня немножко впечатлениях. удивили слова Людмилы Васильевны о том, что я почетный гость. Я такая же рабочая лошадка, как и ребята, которые здесь работают, служат, да, и в Доме офицеров, и писательской организации Северной Осетии. Поэтому я с удовольствием приехал сюда. Я говорю и подчеркиваю, что основные события в литературной жизни России, они происходят не в пределах Садового кольца в Москве, они приходятся именно и приходятся именно на Россию. И литературная карта России, она представляет собой очень таких много-много ярких звездочек, которые и в Ушиме, и в Чите, и в Благовещенске, в Калининграде, вот это все не то, что теплится, это горит и достаточно тепло. И поэтому, когда прошло сообщение, и когда позвонили из Белгорода и говорят, что мы хотим приехать, белгородцы хотим приехать в Осетию и подписать соглашение о взаимодействии между писателями Белгорода и Северной Осетии. И плюс ко Это всему... вы сейчас цитируете ваш телефонный разговор, я так понимаю, с вами, да? И плюс ко всему, в этом рамке приезда будет еще и презентация книги Геннадия Алехина. И будет круглый стол организованный в Доме офицеров. Конечно же, сказал, да, я еду, и я сегодня здесь, но именно все-таки рабочая лошадка. Я окопный генерал, но... Вот мне еще интересно спросить, как у вас возникла идея приехать в Осетию? Почему именно в Осетию? Вы знаете, выбрано было это не случайно, потому что здесь многократно символично. Во-первых, у нас в Белгороде, в областном центре, улица Дзгоева, очень известная, очень мы чтим этого героя Великой Отечественной войны. Это во-первых. Во-вторых, у нас при писательской организации создана художественно-патриотическая военная студия, которая взаимодействует с другими патриотическими движениями, взаимодействует с поисковыми отрядами. Вот. И благодаря этому были подняты очень многие имена, как белгородцев, погибших на осетинской земле, так и осетин, погибших во время Великой Отечественной войны у нас. Плюс в этом году 25-летие, это не образование, а как возрождение, да, 58-й армии. Это тоже вот та армия, которая прошла все горячие точки, все горячие конфликты, которые были в современном времени. И поэтому мы решили, что эта земля, она героическая. Люди, проявившие себя в тех или иных военных условиях, показали себя с очень высокой моральной точки зрения, с высокими устоями, с высокой нравственной позицией. И мы решили вот именно сюда приехать. Почему и вот Николаю Федоровичу мы сказали, что мы едем сюда. А Кавказ Николаю Федоровичу очень знаком. Он сам военный человек в прошлом. И как бы созвонившись еще и с руководством писательской организации Осетии, мы вот направились сюда. И мы не пожалели. Эта встреча и для нас, я думаю, что и для осетинской писательской организации очень полезна. Мы будем обмениваться не только нашими литературами, то есть творчеством наших писателей, но и брать друг у друга какие-то навыки
воздействия на нашу молодежь, навыки взаимодействия с аудиторией, да? военно-патриотического воспитания. Поэтому мы, вот, сейчас мы услышали и уже для себя решили, что мы сделаем у себя вот благодаря вот этому круглому столу, потому что очень много наработок здесь таких, которые мы себе хотим внедрить. Может быть, что-то и наше пригодится как раз вот здесь. Так что... Мне вот еще интересно было бы узнать, как прошла презентация вашей книги сегодня. Презентация в Северной Осетии не может пройти плохо. Вы Почему? понимаете? А потому что у меня с этой землей, с этими людьми очень много связано. В 92-м году, когда были события печальные для жителей республики, вообще для региона, это была первая горячая точка в современной России, потом была Первая Чеченская война, Вторая Чеченская война, которая, к сожалению, не минула и Северную Осетию, людей Северной Осетии, как мирных, так и военных. Книга рассказывает о людях. Эта книга называется «Излом необъявленной войны. Первая Чеченская». Она не о боевых операциях, не о каких-то разработках, не о каких-то там боевых действиях. Это книга о человеке на войне. Это книга о ребятах, которым было 18-20 лет и более, которые в тяжелейших условиях в то время для России, которые были и выполняли свой воинский долг, к сожалению, многие ценой своей жизни этот воинский долг, несмотря на то, что наши коллеги, журналисты других агентств и изданий федерального уровня, в общем-то, втаптывали, пытались втоптать российскую армию в грязь. Это несмотря на то, что в политическом руководстве России в 90-х годах, скажем так, мягко, были приняты совсем непонятные решения, когда был подписан Хасавюртовский мир, потом через 3 года опять все вернулось, потом поставили на свои места, это было признано, что это было ошибочно. То есть это были тяжелые и неспокойные времена. А мне, как тогда молодому военному журналисту, я возглавлял газету 58-й армии, которая была сформирована 1 июня 1995 года. И это армия, которая вынесла на своих плечах всю тяжесть современных военных конфликтов. Это события в Дагестане, это 5-дневный конфликт в Грузии, это Первая, Вторая чеченские кампании. И вот многие спрашивали, вот как вам удалось в условиях таким, скажем, мягко скажем, тяжелых, если не сказать больше, решать вот эти все информационные вопросы. В первую очередь мне на помощь пришли коллеги, осетинские журналисты, осетинские литераторы. Никогда не забуду помощь Ирины Алексеевны Тоболовой, которая возглавляла в свое время агентство «Иринформ». Она стала своеобразным локомотивом в нашей информационной работе. Она стала руководителем такого своеобразного мобильного пресс-центра, когда нам звонили представители других федеральных каналов, руководство пресс-службы Министерства обороны, а мы имели возможность давать информационные и другие материалы на федеральные каналы. То есть мы могли конкретно, ну скажем прямо, защищать нашу армию против нападок, против фальсификации и прочих дел, таких, понимаете, негативных. Мне помогли журналисты Северной Осетии, республиканской газеты, когда нашу газету, фронтовую, военную, мы делали фактически с коленок, на коленке, понимаете, сходу. Они помогли оформлением, логотипом. Вспоминаю Ольгу Александровну Вышлову, редактора газеты, которая сразу пришла на помощь. Вы понимаете, такая... Рубен Ефремович Манукян, царство ему небесное, ответственный секретарь этой газеты. То есть, понимаете, такой интернациональный сплав русских, осетин, грузин, понимаете, вот как-то мы все вместе. С общей идеей. Мы были как-то, да, это поглощены этой общей идеей, какая-то была работа, какой-то наметился перелом в информационной работе. А самое главное, мы показывали, старались показывать действительно людей на этой войне, наших солдат и офицеров. И вот потом, спустя какое-то время, я и написал книгу о людях. Их ощущения, их понимание
Понимаете, человек на войне, война это страшное дело в самом прямом смысле этого слова. Но на войне существует любовь, на войне существует мужество и предательство. Кому война, кому мать родная, вы понимаете, все на войне существует. И поэтому я хотел просто показать человека на войне. А это достойные люди, в том числе и офицеры, которые выходцы из республики, которые родились и выросли на территории Северной Осетии. Это Стас Морзоев. Это легендарный замкомандующий 58-й армии, который геройски погиб. Это Александр Михайлович Стецина, уроженец Владикавказа, начальник разведки 58-й армии, который геройски погиб при прорыве банды Радуева в Первомайском. И таких людей много. Я писал и о них. Я писал и о других офицерах и солдатах. Как это получилось? Судить, конечно, читателям. Ну, я думаю, эта книга направлена просто в том числе и на молодое поколение, которое должно знать, понимать, помнить не только историю Великой Отечественной войны, но и нашу современную историю 20-25-летней давности. Вот была самая главная задача, главная задумка при написании этой книги. Как вам кажется, Ирина Георгиевна, хочу к вам теперь обратиться. Вот какое значение участие в этом проекте лично для вас имело? Вот, Вы знаете, со всем почтением к нашим гостям и к теме сегодняшней беседы, я все-таки хочу заострить внимание на роли самого творческого союза во всех этих делах. Понимаете, вот словосочетание «творческий союз», мне кажется, на равных большое значение имеет и творчество, и союз. Потому что писатель издает книгу, она идет к читателю, в библиотеку, в магазины на продажу. И читатель ее берет, смотрит, что-то нравится, что-то не нравится. Все, закрыл книгу, все. А когда он встречается глаза в глаза с человеком, который ее написал, и когда он слышит, что его волновало в этот момент и так далее, он в следующий раз иначе посмотрит и на книгу, и на автора. Поэтому вот наш, например, творческий союз, мне кажется, союз писателей, ну, очень успешно работает, на мой взгляд, сейчас. Они проводят и презентации книг, они ездят к соседям, соседние республики наши. Недавно были в Нальчике с 3 осетинскими пирогами, вот, как говорится, по сценарию. Вот. И что интересно, этого, по-моему, никогда не было. Издано в Кабардино-Балкарии в одном из журналов антология осетинской литературы с предисловием главы республики Вячеслава Битарова и профессора Ахурбека Магометова. Это великолепно, понимаете? И вот такая связь, она, да, как я забыла, проводятся семинары у нас молодых, и примыкает к союзу, вернее, не примыкает, она существует сама по себе, Национальная научная библиотека, но они как бы вот вместе. Дело в том, что из нашего Владикавказского чай-клуба вышло немало уже известных поэтов. И мы издали тоже наша типография библиотечная издала 2 сборника «На крыльях мечты» и «Ветер надежды» молодых поэтов. Но Ирина Бибоева, замдиректора, она ведет потрясающий совершенно проект «Кавказский литературный круг». Можете себе представить? Там уже изданы книжки «Расул» и «Осетия», «Крым Шамхалов» и «Осетия», «Кайсын Кулиев» и «Осетия». Но самым знаковым, по-моему, за последнее время было вот что. В Дагестане Миасат Муслимова выпустила книгу «Ангелы во крови», свои стихи о бесланской трагедии. И наша типография «Калибри», мини-типография нашей библиотеки, переиздала эту книгу с предисловием директора Ирины Хаймановой. То есть вот такая связь поколений, связь наций, связь народов,
это незаменимо. И если можно, поскольку я, по-моему, последнее вроде бы говорю, можно несколько строк стихотворных? Конечно, конечно. Что есть поэзия? Седьмое чувство. Когда ты вроде здесь и вроде нет. И неожиданно и безыскусно невидимый в тебя вольется свет. А может, это люд иной планеты, сей дар не без корысти нам припас, чтоб по земле ходя, мы знали, где-то есть мир иной, что думает о нас. Иначе почему мой хрупкий сон вдруг непонятное ломает смута, и как над ухом колокольный звон стихи свои я слышу почему-то, а не о том, о чем молчать нельзя. Их строки, дети и плоти, и духа, они исчезнут через миг, грозят, и мы их ловим кровью, нервом, слухом. Потом в своей наглее правоте всплывут над нами критики-вельможи и сообщат, что рифмы не те, и образность с классической не схожа, и все же мы несем свой странный бред, и к правде мчим по сотням тропам ложным, пока родится на земле поэт, добавлю и писатель. Она, земля, не так уж безнадежна. Ну, потрясающе. Спасибо. Спасибо большое. Ирина Георгиевна, вот хотелось бы еще спросить, не могу не задать этот вопрос, а ловят ли ваши строки и мысли, которые вы транслируете, представители молодого поколения? Вот в рамках сегодняшнего мероприятия давайте вернемся к нашей беседе. Да, конечно, мы же все время... Были молодые гости? Нет, но все время встречаемся со студентами, со школьниками. То есть Как же, обратную связь вы чувствуете, да? Они себя чувствуют там прекрасно, я тоже. Так что А вот мне еще они интересно... задают интересные вопросы. Они, понимаете, когда я смотрю в их глаза, я вижу, что им интересно. И поэтому я напрочь забываю о тех, кто вот вонзит свой взгляд в компьютер там, или в мобильник, и все. Нет, они умеют слушать. И для них иногда бывает это открытием. И вот таких открытий надо для них делать побольше. А мне еще интересно, вот мы сегодня поднимали тему патриотизма. Вот это понятие патриотизм, оно со временем трансформируется или нет? Ведь у разных поколений разная идеология. Я не думаю, чтобы трансформировать. Знаете, Нет, знаете да, оно почему? неизменно. Знаете почему? Почему? Потому что если раньше ездили на картошку, ездили на целину, это считалось патриотическим этим. А сейчас есть волонтеры. Понимаете, есть волонтеры. И есть люди, которым тоже все не безразлично, молодые люди. Нельзя сказать, что сильно трансформировалось. Я бы этого не сказала. Ну да, конечно, где-то да, но не так уж страшно. Я думаю, все впереди. Есть проблема. Мы должны, наверное, откровенно и говорить, и в эфире откровенно говорить. Вы знаете, мы проводим совещание молодых писателей. Мы создали Совет молодых литераторов, и сейчас у нас в 26 регионах России работают Советы молодых литераторов, писателей до 32 лет. Когда мы проводили 15-й съезд, мы посмотрели в процентном отношении возрастной состав Союза писателей России, и у нас оказалось всего 6% писателей моложе 35 лет. Это очень мало. Это очень мало. И когда мы обратили внимание на молодежь и стали более активно привлекать их к нашей деятельности Союза писателей России, и мы провели уже 4 совещания молодых писателей, вот только что пришло мне сообщение, что на следующий год с 17 по 21 февраля в Химках мы проводим 5-е Всероссийское совещание молодых писателей. Мы что заметили? Мы заметили проблему в том, что в произведениях молодых, не тех, слушайте, а те, кто пишет, да, у них нет какого-то стержня, нет мужского начала. Какой-то конвей определенный. Очень много авторов, вот знаете, каких-то «оно». Мужское начало из поэзии ушло. Ну, может, это модная Женское, стилистика? это, понимаете, эта модность, она такая нехорошая для страны, да, и вот мы это почувствовали, мы это увидели. И сейчас я молодых авторов выгоняю из библиотек. Я говорю, ребята, вам еще рано что-то говорить и вещать на страну, как вы что пишете, да? И первое, что мы сделали, когда создали Совет молодых литераторов, мы их посадили в автобусы, и они поехали у меня на Саур-могилу, в Донецк.
И они поехали в Краснодон, и они заглянули в шахту, где их сверстников сбрасывали. И первое, что и когда мы приехали в Белгород и на Прохоровское поле, и мы тогда договорились с руководителем музея на Прохоровском поле, я говорю, я очень хочу, чтобы молодежь, когда приедет сюда на совещание молодых, они знали, это был символ, они идут в литературу с Прохоровского поля, с места, откуда наши начали наступление, и больше ни разу никогда нигде не отступала наша армия, только вперед. Поэтому для нас очень важны символы. И да, есть проблема с воспитанием патриотизма, мы это не отрицаем, но мы это видим. Мы знаем, как это исправить, и поэтому нам думается, что нам передали, нашему поколению, фронтовики, писатели передали, как относиться к литературе, как доносить слово для молодого поколения, да, и мы стараемся вот сейчас передать этот опыт, это настрой, это желание работать с людьми для тех, кто идет следом за нами. Я думаю, что это получится. Хотелось бы в это верить. Спасибо вам большое за ваши позитивные мысли, за то, что вы делаете, за вот эту незыблемую связь поколений, которую вы создаете. Спасибо за интересный диалог. Ну а на этом все. Наша встреча подошла к концу. Теплого вечера вам и плодотворной недели.